Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители. Сегодня в нашей программе «Якутск сегодня» передачу буду вести я, социолог Юрий Жигусов, режиссеры Николай Слепцов-Айдын и Мария Новгородова. Тема нашей сегодняшней передачи, циклы передач, посвященных трезвому здоровому образу жизни, будет трезвость и предпринимательство. И в нашей студии гость Алексей Сидоров, успешный предприниматель, общественник, приемный родитель. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Юрий. Я хочу вам задать такой вопрос. В последнее время развивается бизнес, предпринимательство, и каждый предприниматель пытается найти какие-то фишки, чтобы бизнес был более успешный, приносил больше доходов, и вы привнесли свою деятельность, развитие своего бизнеса через трезвость. Да? Как вы пришли к трезвости? Я бы вообще начал с небольшой автобиографии, со знакомства, да. Я сам родился в Якутске, закончил 8-ю школу, с 89-го года по 94-й год окончил Иркутский политехнический институт и по специальности инженер-механик приехал работать сюда. И так получилось, что в середине-конце 90-х я начал свою деятельность, небольшой автосервис по установке сигнализации. И, конечно, анализируя и отвечая на ваш вопрос, постепенно мы приходим к тому, что нам развитие лежит в области знаний всегда. И отвечая на вопрос, как я стал трезвым, у меня уже была семья, в 19 лет у меня родился первый сын, и к 35 годам, услышав лекцию Жданова, что алкоголь выходит из организма на протяжении 90 дней, я стал задумываться о жизни. К 35 годам у меня уже было 2 сыновей, супруга, работа. И как все люди, употребление алкоголя у нас в России, там сухие законы, и это было нормально. То есть для коммуникации мы молодые там как-то вроде коммуницировали, компания, и как было общепринятое такое пожелание, надо расслабиться, выпить немножко. И в 35 лет я стал задумываться, когда я не употреблял алкоголь в течение 90 дней. И когда я об этом стал задумываться, я понял, что у меня такого периода не было. То есть, если быть честным с самим собой, получается, это на протяжении больше 10 лет употребления алкоголя, это можно сказать, как хронический домашний алкоголик. Который... Такое осознание пришло, да? Да, такое пришло осознание, и я не кодировался, я просто подумал, что нужно попробовать поменять что-то в жизни, и решил отказаться от алкоголя на протяжении 2 лет. Вообще просто такой эксперимент получается. Да, такой эксперимент для того, чтобы можно было как-то понять, жизнь, она просто очень быстро протекает. И, конечно, это было сложно, потому что алкоголь, он все равно, когда мы употребляем десятилетиями, он вызывает зависимость. И, конечно, по первости я перешел даже на безалкогольное пиво, когда очень сильно хотелось. Но постепенно, и получается, как у нас обычно вечером или же, допустим, в выходные дни происходит возлияние психоактивных веществ. Потом после этого идет реабилитационный период, когда мы, как водители, не можем садиться за руль, мы находимся дома и вроде бы отдыхаем. И мы никакие дела не делаем, это вроде бы как выходной и отдых. И я стал замечать то, что у меня даже стало путаться, да, то есть, что такое алкоголь, что такое психоактивное вещество, это искусственное такое счастье, да, выпил банку пива и уже все хорошо, 2 банки пива, вообще все, счастливый человек. И когда это систематически происходит, человек уже путает, в каком ему состоянии лучше, в трезвом или же в таком немножко выпившем, и происходит замена ценностей. И человек уже, еще самое плохое действие алкоголя, то, что он, когда действует, мы не можем в обычной жизни вырабатывать гормон радости и радоваться всему. Мы ждем вечера.
когда быстрее все закончится, мы ждем выходных, когда все это быстрее закончится, и можно будет вот принять эту дозу психоактивных веществ. И это получается некий такой замкнутый круг. Мы с него не можем выбраться, мы попадаем, и это постепенно. Ну и многие люди, я замечал, они себя обманывают, говорят, да, если что, я брошу. Ну и мама у меня была врач, она всегда говорила, что алкоголик — это самая дешевая рабочая сила, и несмотря на то, что алкоголики, они говорят, я захочу и брошу, они никогда не бросят. Это очень достаточно сложно. И поэтому, когда я отказался от алкоголя, я стал смотреть, предприниматели — это всем не секрет, для того, чтобы добиться успеха, это работа 24/7. То есть постоянно нужно анализировать, мы берем ответственность, предприниматель берет ответственность на себя, он должен обладать лидерскими качествами, и, соответственно, он должен вести за собой народ, быть примером. Ну и если мы употребляем, это тоже складывается и на коллективе, и человек, как мужчина, он теряет иногда некоторые может быть не такой стабильный, просто быть где-то не на связи, может просто где-то не говорить и испытывает какие-то определенные слабости и трудности, и это все затягивает. Поэтому, отказавшись, я стал анализировать действия, когда выходные, когда вечером кто-то звонит, что-то произошло, кому-то надо было помочь, нужно было произвести какую-то работу, какое-то действие. И я стал в голове ставить себе какие-то плюсики и понимать то, что если бы я находился, прямо говоря, с похмелья, я бы этого никогда не сделал. Угу. Вот, Алексей, вот скажите, а когда вы стали внедрять вот такие правила, да, при ведении бизнеса, трезвого бизнеса, да? Вот. Ну, это все шло постепенно. Сначала я начал все с самим собой, начал с самого себя. То есть я сам отказался от алкоголя, и я понял, я получил дополнительную энергию, потому что все-таки, избавившись от этого, да, я понял, то есть это очень видно, когда ты с человеком нормальным садишься за стол, ты не употребляешь, а через 2-3 часа у человека начинает заплетаться язык, он теряет самоконтроль, он не может садиться за руль, он вообще выпадает из жизни, если прямо так сказать. Вот, и, конечно же, мы смотрим, что у нас темпы производительности, развития предприятия, они лежат в области эффективности труда. То есть человек должен постоянно обучаться и постоянно смотреть. И уже исходя из того, что я сделал самим собой, мне проще стало это требовать от своих работников соблюдения норм, потому что что греха таить. Раньше я вместе с ними выпивал, а потом, когда утром приходишь и говоришь, а что ты с перегаром? Он говорит, мы же вчера вместе пили. И что ты от меня требуешь, мол? Да. И это как-то получалось не совсем правильно. И поэтому я уже послужил примером, и я понимал, что резко и не у всех это получается. И мы в щадящем режиме, аккуратненько, то, что наша задача, мужчины, это быть профессионалами в жизни и помогать людям. То есть профессиональные навыки применять в жизни и делать так, чтобы жизнь в Якутии у простых людей, она была лучше. Вот. И поэтому постепенно мы стали к этому идти. Мне даже пришлось на гараже написать объявление, что гаражи — это территория трезвости, потому что иногда клиенты заходили прямо с пивом, и другой клиент тут же заходит, видит, что человек находится с пивом, он же не знает, это или работник, или же это клиент, и получается такая атмосфера непонятная, и люди не испытывают к нам доверия. То есть вот одно лишь надпись, плакат, да, территория трезвости, это так влияет на клиентов и работников. Да, это нам уже дает возможность, если человек заходит, постепенно же это все происходит, сразу резко никогда предприниматель и в управлении нельзя предпринимать резкие шаги и резко заворачивать, это опасно. Я всегда сравниваю управление и руководство в предприятии как движение автомобиля. То есть, если машина двигается на скорости резких движений, предпринимать не надо, это может привести к аварии. И также мы сделали сначала объявление, и потихоньку ребята, уже ссылаясь на это объявление, просят культурно, вежливо сказать, ребята, извините, у нас здесь алкоголь не распивается, алкоголем заходить нельзя. И вот так постепенно мы приучили клиентов, что у нас здесь вход с спиртными напитками запрещен. И более того, постепенно мы пошли к тому, что я стал поощрять ребят, которые отказываются от вредных привычек, от курения, от алкоголя, но это пришло позже.
как я сказал ранее, у меня в 19 лет уже родился сын. Ну и вообще так, если говорить дальше свою историю, родители у меня ушли рано. И так как у меня у мамы там опухоль в мозге была, она работала главврачом профилактории Кутзолота, у папы там ишемический инсульт случился в 2012 году. Я, кстати, курить бросил позже, в 2012 году, потому что от алкоголя раньше отказался, это мне показалось проще, чем от курения. Вот, но курение это тоже очень пагубная вещь. Да, вот говорят, что вот курить намного тяжелее бросить, да? А как это вам удалось бросить курить? И сколько это времени заняло? Вообще, конечно, подготовка это шла давно. То есть я осознавал, понимал, что это вредная привычка. Но это пришло потом постепенно, уже, видимо, какая-то внутренняя злость, то, что у меня папа заболел, ну и мы как мальчики, каждый мальчик, он к отцу все равно привязан. То, что у нас мы якутяне, у нас охота, рыбалка и какие-то планы. Вот, и когда родители рано уходят, конечно, я видел, что у меня папа и курил, и выпивал, и я это просто соотнес, как вот какая-то, вот, скажем, такая внутренняя обида, и я решил отказаться, вот, использовать, наверное, какие-то трудные моменты жизни и делать лучше себя. То есть не уходить туда, не в сторону алкоголя, курения дальше, а стараться делать лучше, чтобы не было вот таких вредных привычек. Потом мною было принято решение в связи с тем, что, ходя уже с папой по врачам, и мне сказали врачи, ты потрать сколько денег, сколько всего, ты все равно ему не поможешь, потому что это процесс такой, деменции. Я принял решение взять приемного ребенка, так как дети мои уже практически выросли. Вот, и так получилось, что я взял приемного ребенка. Вот, и в 2012 году в России у нас приняли закон, если мы берем ребенка, мы должны пройти школу приемных родителей. Зинаида Сафроновна Шухурнина, вот она в Якутии у нас сейчас и до сих пор это все проводится. И пройдя школу приемных родителей, как простой человек, я заметил то, что мы, в основном, я считаю, мое личное мнение, что все воспитывают по образу подобия. Как их воспитывали, так и мы воспитываем. И я обнаружил простые элементарные ошибки, родительские. И здесь же, занимаясь приемным ребенком, я подчеркнул, стал посещать у нас школы родителей. Якутия у нас впереди планеты всей создала закон об ответственном родительстве, и посещая эти мероприятия общественные, проходя эти школы, я понял то, что трезвость – это основа здоровой жизни, потому что у меня ребенок был 7-8 вида, это специальные дети, и это все результат вредных привычек. Если называть это прямо. Да, Алексей, вот давайте вернемся вот к основному виду вашей деятельности, да, вашему бизнесу. Вот как трезвость дает преимущество вашему бизнесу? И как вот это помогает выживать вот рыночной конкуренции? Ну, я считаю, что трезвость – это вообще просто инструмент. И если мы смотрим на мужчину как на личность, и если сравнить его, допустим, с домом, то в каждом доме дом стоит на сваях. И вот определенные ценности, которые нам даются с детства, любовь к родине, уважение старших, любовь к родителям и почитание, вот, вера северных народов, вера в Бога и трезвость – это, вот, скажем, такой прочный фундамент, на котором строится личность мужчины. Если же, допустим, какой-то фундамент хромает, отсутствует, то здание, которое строится уже многоэтажное, да, вот, допустим, если прочный фундамент, и у нас вот народные артисты совершают ошибки, выпивая, садятся за руль, совершают наезд, и все, и они попадают, и карьера, получается, рушится. То есть, скажем так, что трезвость – это вот такая основа, которая дает стабильность. Самое простое – то, что стабильность в семье, стабильность на работе и стабильность в развитии. И окружение, друзья, люди знают то, что если ты чем-то занимаешься, ты стабильный. Ну, недаром сейчас у нас вот тоже специальная военная операция, и у нас там прям
трезвость, она прям прописана. То есть все прекрасно понимают то, что на краю в трудные моменты для того, чтобы быть надежным, мы должны быть трезвым. И, конечно, работа, мы к работе относимся серьезно. Почему? Потому что у нас это связано с машинами, машины дорогие, у нас ответственность большая. И трезвый человек, он просто стабильный работник. Мы любим свою работу, и мы должны постоянно обучаться и развиваться. И ведя статистику, те, кто отказался от вредных привычек, у них производительность больше. У них больше производительность, им легче жить, и получается продуктивность самой жизни. То есть они и успевают и на работе работать, и в доме, в домашних делах участвовать везде. Потому что все-таки от нашей эффективной работы зависит наше благосостояние и наши свободы. Значит, экономическая свобода, юридическая свобода, физическая свобода. Поэтому для того, чтобы как-то мужчина сложился на предприятии, чтобы успешное было предприятие, я считаю, что оно должно быть трезвое. То есть у нас все корпоративы трезвые, абсолютно. Даже в 22 году у меня был юбилей, собрали 140 человек и провели абсолютно трезвый праздник. Хотя до последнего даже иногда ведущий, супруга говорит, может быть, для кого-то там чисто из уважения чуть-чуть алкоголя. Я говорю, нет. Мы взяли детей, потому что, вспоминая детство и пройдя школу приемных родителей, там ясно просто написано, первая рюмка, увиденная в руках родителей, это программа для детей, что когда я вырасту, я буду употреблять. И, кстати, занимаясь приемным родительством, у нас была встреча с приемными родителями из Сербии, и я им задал вопрос, почему у меня успешные мужчины в 45-50 лет, которые добились всего, вроде бы у них и семья есть, у них работа и заработки, почему они у меня начинают выпивать? Почему они выпивают? И она сказала то, что это программа с детства. То есть это где-то заложено, и в школе приемных родителей говорится то, что нам от родителей не только дается жизнь, но и определенные комплексы и умение бороться с этими комплексами, выявлять, оно и определяет развитие мужчины. У нас очень хорошие в Якутии есть много трезвеннических движений, и там курсы Шичко, которые как раз помогают для тех, кто хочет избавиться, для тех, кто хочет изменить свою жизнь. То есть мы сейчас живем в 21 веке, в веке технологий. Алексей, уточнить хочу. Многие предприниматели, они жалуются, что сейчас очень трудно найти хорошего работника, не пьющего, да? Как вы с этой проблемой, вы соглашаетесь с этим утверждением или не согласны? Проблем всегда есть, но кто такой предприниматель? Предприниматель – это владелец, в голове которого рождается бизнес и умирает бизнес. То есть человек придумывает, он видит. Это человек, который профессионал своего дела в определенной области, и он видит то, что можно эту работу сделать лучше. Он ее делает, например, сначала сам, или потом привлекает людей, и потом развивает и организовывает. И поэтому, если вы говорите, конечно, существуют проблемы с кадрами, но есть технологии, повторюсь, по которым можно организовывать постоянный поиск, постоянно смотреть, прописываются действия работников, ценный конечный продукт каждого работника, что он должен делать. И смотрится, конечно, идеальных людей нет, и все люди ошибаются, и мы тоже. И если даже человек есть, который, допустим, употребляет, могут вестись работы и постепенно от этого избавляться. То есть, поэтому приходится, выкручиваться, потихоньку находить, прибегать к методам, искать работников не только в Якутии, но и по всей России. Я их называю, они у меня как гастарбайтеры. Для того, чтобы по обмену опытом я приглашал специалистов с других регионов, они приезжали, успешно работали. Но когда ребята зарабатывают, когда им это становится интересно, и когда они занимаются любимым делом, у них вредные привычки, они уходят на второй план. Это уже неинтересно, потому что человек, он не может выдержать тот ритм жизни, активный, большой, если он прочно сидит на алкоголе, если он себе позволяет, он раздваивается на несколько частей, ему тяжелее и быть в семье, потому что, я думаю, ни одна семья не любит, когда от папы пахнет перегаром, и когда папа там где-то приходит невменяемый или еще какой-то, это не всем всегда нравится, и
оно как снежный ком, как замкнутый цикл, оно все наворачивается. Поэтому здесь, конечно, мы помогаем и как-то вот это с этим боремся. Дорогие радиослушатели, мы ведем, отключаемся на рекламу, мы ведем передачу в прямом эфире. Звоните 32 00 66 32 11 66. Уважаемые радиослушатели и телезрители, продолжаем нашу передачу. Наша передача идет в прямом эфире. Если у вас какие-то возникли вопросы к нам, то, пожалуйста, звоните по телефонам 32 00 66 и 32 11 66. Алексей, вот давайте продолжим. Как вот влияет трезвость на ведение бизнеса, да, вот продолжим наш разговор, который был начат. Ну, я бы хотел сказать, что в Якутии проводятся предпринимательские конференции с 18-19 года, и мы проходили обучение, и в этом обучении я получил лично еще одно подтверждение, что сильные мира сего, которые развивают бизнес, они для того, чтобы человек ощущал себя очень хорошо, высоко по тону, он должен быть трезвый. То есть вот если вы хотите, и, конечно, трезвость, это вот я повторюсь, это еще такой инструмент, и, конечно, мы в бизнесе себя ведем намного увереннее. То есть, посещая даже на первомайские праздники, празднуя другие праздники трудящихся, новогодние корпоративы, все абсолютно трезвое. Это помогает нам с максимальной трудоотдачей, выработкой помогать на рынке людям. Наша миссия устанавливать доступное оборудование для якутян и работать качественно. И занимаясь приемным родительством и занимаясь бизнесом, я получил с разных, скажем, областей подтверждение, что основа развития – это трезвость, это, скажем, в жизненном опыте. Вот. И это помогло и помогает нам дальше. Моя задача как руководителя – вырастить специалистов, работников, чтобы они умели хорошо работать, молодые люди, чтобы создать у них, сформировать трезвеннические ценности и ценности как профессионалов, как работников, для того, чтобы улучшить нашу жизнь. Ведь наша жизнь в Якутии, она зависит от простого электрика, энергетика, сантехника, и будет он или трезвый, или пьяный, или будет профессионал, зависит наш уровень жизни. И, конечно, любя свою родину, хочется, чтобы у нас была жизнь намного качественнее. Поэтому, пройдя вот через вот эти школы, я пришел к мнению, что буду заниматься общественной деятельностью. Во мне всегда было желание. Кроме всего этого, я всегда занимался с 2006 года автомобильным спортом. Сейчас у нас вот подготовка идет к ледовым гонкам «Полярная звезда». 25-й год они проводятся на Белом озере. Конечно, это дает нам развитие в техническом плане, это зажигает, и человек родился на этот свет, чтобы чувствовать себя счастливым и радостным, и чтобы нести радость и добро в жизнь. Для этого мы должны жить, а не только быть рабами своей работы и своих вот этих обстоятельств. И здесь мы уже организовываем и работу, и досуг, и гонки, и участвуем в жизни республики активно. Поэтому по предпринимательству могу добавить то, что у нас рейтинги внутренние среди фирменных центров Starline проводятся по России и странам зарубежья. Их более 100 на сегодняшний день. И по прошлому году, и по позапрошлому году мы по этим внутренним рейтингам дружественным заняли первое место. О, как здорово. Это по рейтингу прошлого года и позапрошлого? Позапрошлого, да. До этого как было? До этого мы были в 5 сильнейших. Мы эту франшизу взяли с 2019 года, как раз после того, как я стал обучаться. То есть в жизни получилось как: сначала я перешел на трезвый путь, потом через некоторое время пришли какие-то трезвые мысли, как-то так все сложилось, и я попал в общество бизнесменов, где я вырос в несколько раз, и мы постепенно вот это колесо, скажем так, раскручивается, и оно все потихоньку делается, потому что вообще употребление психоактивных веществ, и вот то, что мы с вами пережили коронавирус, это, мое понимание, да, коронавирус,
он сбивает алгоритм работы механизма вот нашего, допустим, при нагрузке сердце начинает биться, сосуды должны расширяться, а у нас сосуды сужаются, и у нас получается или инфаркт, или еще какие-то, то есть заболевания. То есть это искусственный какой-то вирус созданный, да, и употребляя психоактивные вещества, наблюдая и проходя обучение в трезвой Якутии, и вот я вот смотрю то, что склеиваются эритроциты, и человек испытывает такие же ощущения, как в старости, как 80-90 лет. То есть он может потерять речь, он может вестибулярный аппарат, работа вестибулярного аппарата нарушается, работа мозга. У нас два здоровья, психическое и физическое, и употребляя алкоголь, человек на мгновение теряет на какие-то психическое здоровье. Это очень, в моем понимании, это очень страшно, оно перестает человека делать стабильным. Ну и об этом говорит статистика, то, что 80% преступлений у нас совершает в состоянии алкогольного опьянения. У нас и так, получается, мужчин мало, да, их вроде рождается больше, а потом их становится меньше, потому что какие-то преступления, какие-то происшествия, и человек, когда употребляет алкоголь, ему постоянно проявляется активность. Это не то, что вот сам человек, а это просто влияние. Вот. И мы еще, как общественники, читали лекции в ГИБДД. Вот. И почему я читал лекции в ГИБДД? Потому что я считаю, ну, как автомобилист, что водитель – это более ответственный участник движения, нежели пешеходы, потому что он проходит определенные медицинские комиссии, обучается на вождение автомобиля. Ну и автомобиль – это повышенный источник опасности. Но когда у нас нетрезвый человек… Вот это проведение лекций ГИБДД среди тех водителей, которые лишились водительского удостоверения, да, получается? Да, это получается, когда уже человек лишился, и потом перед тем, как получить ему повторно, вот эти лекции у нас в Якутии уже на протяжении многих лет проводятся, есть результаты. Конечно, это общественная работа, ну и мы все не идеальные, но здесь мужская… Как вы проводите вот лекции? Расскажите, кто там ваш слушатель? Ну, слушатели разные, даже бывают и женщины, и мужчины, и вот, женщин, конечно, меньше, в основном это бывают мужчины, но проводя эту лекцию, каждый из наших лекторов проводит по-своему, но я, допустим, так как я еще являюсь членом Совета отцов, вот, и я считаю, что одна из функций основной мужчины – это воспитание детей, вот, я проводил опрос, у кого всех больше детей, из тех, кто находится, и вручал сертификат от своего установочного центра бесплатно за то, что все-таки я считаю, мужчина это берет на себя огромную ответственность, когда заводит семью и рождает детей. К сожалению, у нас молодежь эту ответственность где-то мы потеряли, и не всегда у нас молодые люди просто хотят создавать браки, и тем более воспитывать детей и большое количество. Но у меня победители были, там 7 детей было. Вот. И уже исходя из этого мы потом уже говорили о том, что все мы работаем, для каждого водителя права – это некий инструмент, это большие возможности, и, конечно, в том ракурсе, что даже взятка вот это достигает, допустим, 400 тысяч, да, засесть пьяным за руль. И где тут логика? Мужчины говорят поступками, и где тут логика? Вроде бы мы должны зарабатывать деньги, да, а мы испытываем какую-то слабость, употребляя алкоголь. Нет, чтобы заказать такси за 10 тысяч, мы надеемся на авось, садимся в автомобиль, а потом предлагаем какие-то большие деньги, потом лишаемся прав. Вот, Алексей, вот скажите, как вы можете оценить вот результаты ваших лекций в этом ГИБДД среди вот лишенников? Ну, мне сложно как бы оценить, но результаты наших лекторов, они говорят то, что статистика, она уменьшается, вот, но здесь еще другие факторы есть, и общественная деятельность это, ну, альтруистические, вот, и это просто желание помочь людям, потому что, допустим, у меня это как-то получилось, я просто рассказываю свои жизненные истории, как это было, как я пришел к трезвости, может быть, кому-то это поможет задуматься, и кто-то просто откажется, потому что, если, допустим, мы говорим об управлении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, можно просто заказать такси, если ты не можешь соскочить с алкоголя, или просто уже взять принципы в жизни, то что или вообще не пить, или вот. Но смысл-то в том, что мы подвергаем жизнь других, никому не понравится, если пьяный водитель задавит кого-то ребенка,
родственников, еще что-либо, это никому не понравится. А когда сам человек садится, вроде бы как он это допускает, то есть это где-то в головах сидит, поэтому мы любим Якутию, мы любим Россию, родину всех людей, поэтому надо как-то уважать друг друга и просто из уважения как-то научиться, потому что мы видим, как автомобилист, я замечаю, что вообще управление в городе с каждым годом, оно все становится вежливее, лучше, то есть общество все равно меняется. Вот. И проводя такие лекции, конечно, мы изменяем, я думаю, сознание, это очень хорошо влияет по статистике. Угу. Алексей, вот скажите, как в вашей семье относятся к вашей трезвости? Ну, у нас просто никто не выпивает и все. Угу. То есть мы с супругой не пьем, а дети у нас уже выросли. Конечно, мы об этом говорим. Иногда дети некоторые могут себе чуть-чуть позволить, но вот такого систематического употребления никакого нет. Потому что, дети у нас большие, и они выросли в раннем возрасте, пройдя школу родителей. Мне 19 лет был, когда у меня старший ребенок был. Вот, и они постепенно уходят, потому что это привычки, которые записаны в подсознании. Вот. И, конечно, владея технологиями, мы желаем, чтобы не было всякого рода зависимости. Но давайте не будем с вами забывать, что мы сегодня говорим про алкогольную зависимость, но у нас также есть зависимость другие, и гаджетозависимость, компьютерная зависимость, другие. Вот. И если говорить еще о проблемах, кроме вот этих зависимостей, конечно, это здоровье, то, что нам надо как-то вообще думать в общем. И хотелось бы характеризовать мужчину и вообще характер. Есть потребители, а есть непотребители, которые действуют сами. Поэтому здесь, конечно, нужно воспитывать в детях характер, чтобы они были ведомые, не ведомые, а ведущие. И, конечно, вот тут тоже много вопросов для этого существуют и психологи, и церкви, и для того, чтобы человек стал на путь саморазвития. Вот еще такой вопрос будет. Вот по вашему мнению, как алкоголь, влияет на мужской мир, на авторитет мужчины? Как-то у нас такие традиции сложились, что потребление алкоголя становится, уже, стало обязательный, если, что не пьешь, не мужик, что ли, такое? Пройдя школу приемных родителей, я понимаю, что личность формируется по Льву Толстову до 5 лет. И здесь нужно рассматривать каждого человека как индивидуума, у которого складываются свои ценности. У нас детство было немножко другое, у нас был двор, у нас был коллектив, сейчас дети развиваются по другому сценарию, то есть сейчас они все индивидуальные, сидят дома, и чувства коллективизма такого нету. О чем вы говорите в подростковом возрасте? Что ты не такой, давай. Конечно, для коммуникации в студенчестве, допустим, мы там позволяли себе когда-то выпивать, но опять же мы не были готовы, видимо, мы были какие-то закомплексованные. Это считалось, что раз мы взрослые, выросли, нам 18-21 год, и нам уже можно употреблять алкоголь, кто-то на выпускных употребляет, но вообще, если прямо смотреть, что некоторые подростки с 11-12 лет начинают уже употреблять. То есть это для того, чтобы почувствовать себя взрослым. И повторюсь, первая рюмка, увиденная в руках родителей, это программа для детей, то, что когда я вырасту, я буду взрослым. И, конечно, мальчики, они хотят себя почувствовать мужчинами, взрослыми, и они, конечно, к этому стремятся. И почему-то плохое они берут быстрее, чем хорошее. Хорошие привычки помогают нам жить, и они зарабатываются очень тяжело, а плохие привычки мешают нам жить, но они зарабатываются очень легко. Вот. И, конечно, хорошо, если подросткам и молодым людям потом приходит осознание, и они отказываются, или кто-то вообще изначально, уже видя, как бывают семьи, где чрезмерное употребление алкоголя, и дети уже в раннем возрасте видят, как алкоголь портит людей, и даже они уже отказываются от этого и совсем. Конечно, для народа, то, что когда я был с приемным ребенком, мы ездили в Нерюнгри, в реабилитационный центр слуха и речи, и посещаю очень многие реабилитационные центры, и замечаю, у нас есть проблема у северных народов, то, что у нас раньше в Советском Союзе называли их праздничные дети.
Вот. Сейчас у нас все реабилитационные центры полные. Может быть, это влияние, как говорится, вроде бы как экология, но если ребенок у нас в подростковом возрасте начинает употреблять, а в 35 лет рожает, пытаются родить и начинают делать эко, там тоже есть нюансы. Ну, врачам это больше известно, что у девочек народа Саха, у них там меньшее количество яйцеклеток, и алкоголь, он влияет, он бьет, и если мы говорим про детей 7-8 вида, если мы обратим на них внимание, то они, получается, алкоголь влияет на ДНК, на хромосомы, и он стирает генофонд. То есть они все вроде бы как одного типа получается. И это прямо видно, заметно. Поэтому, анализируя все это, конечно, если мечтать нам, я бы принял закон, пока, допустим, молодежь не родит 2 детей, а алкоголь, допустим, на севере вообще бы не надо было употреблять. Потому что это и, во-первых, здоровые дети, с ними не надо мучиться, потому что больной ребенок, его даже врагу не пожелаешь. Эти реабилитационные центры, помимо того, что работают, это большие суммы, и потом, чтобы качественной жизни ребенка научить, это очень много энергии нужно потратить. Хорошо, что у нас, конечно, есть реабилитационные центры, это помогает. В данном моем случае у меня ребенок сейчас даже не заикается, ничего, он хорошо говорит, хотя он говорил на своем языке. Поэтому алкоголь, конечно, это скрытая, скажем так, угроза, это ошибки нашего государства, которое в 1989 году Горбачев принял сухой закон, резкие континентальные меры, когда там люди пили брашку, и когда расчет был, любое действие, которое можно было сделать, это там расчет был бутылка, как валюта. Вот. И сейчас, конечно, мы это все уже переходим, эволюционируем, и хотелось бы, чтобы, развивая нашу республику, страну и делая ее сильнее, мы называли вещи своими именами все-таки и понимали, что это не то, что не модно, а оно абсолютно вообще не нужно. Вот, то, что у нас есть другие традиции хорошие, и нам есть чем заниматься, и для развития, конечно, основа развития – это трезвость. Значит, вы смотрите на будущее с оптимизмом. Ну, безусловно, потому что мы живем в самой большой стране, в этой самой большой стране мы живем в самой большой республике, территория 5,5 Франции, самая холодно обитаемая точка мира. И это родина, и, конечно, ее надо любить, любить надо морозы и стараться. Задача каждого мужчины быть профессионалом и сделать жизнь якутян лучше, потому что, лучше места нету на свете, чем Якутия. Вот, и сейчас наши ребята, герои на СВО, которыми смотрят во всем мире и гордятся бойцами, силой духа. Якутяне, они сильны силой духа, потому что мы в этих морозах закаляемся. На Марсе там средняя температура минус 65, а мы выходим в такую температуру, там в Аймиконе минус 68. То есть практически у нас такие морозы. Вот, поэтому хочется пожелать всем мужчинам быть мужчинами, стремиться развиваться, не стоять на месте. Жизнь, она короткая, самое главное – это время, и поэтому хочется, чтобы тратить его продуктивнее. Алексей, мы очень благодарны за ваш такой интересный рассказ, как вы строите бизнес на основе трезвости, как вы проводите свою общественную деятельность, и за эту передачу. Большое спасибо. Дорогие радиослушатели, благодарим вас за внимание. До следующих встреч.